Неделю назад я пыталась связаться с тобой, мой любимый сын. Если моя любовь важна для вас, я прошу вас не игнорировать это сообщение. Я хотел бы поговорить с вами этими словами. В конце этого видео мы произнесем молитву, чтобы укрепить вас и вашу семью. Сегодня вы получили специальное сообщение, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк под видео, так как это очень важно, чтобы сообщение дошло до других. Не забудьте поделиться им в семейных группах WhatsApp и подписаться на канал. Это сообщение направлено на то, чтобы донести до вас нечто очень важное, чем я хочу с вами поделиться. Знай, что я всегда рядом с тобой, с любовью и заботой веду тебя даже в самые трудные моменты жизни. Помните, что Бог всегда с вами, представленный в каждом луче солнца, согревающем ваше лицо утром, и в каждом легком ветерке, касающемся вашей кожи. Почувствуй мое присутствие. Эти маленькие моменты – напоминание о моей любви к тебе и о безграничных возможностях, которые предлагает жизнь, даже когда возникают трудности. Потому что я, Господь, Бог твой, беру твою правую руку и говорю тебе: не бойся, ибо я помогу тебе. Исайя 41:13. В трудные времена обретается истинная внутренняя сила. Каждое препятствие, с которым вы сталкиваетесь, это возможность для трансформации. Помните, что у самых сильных деревьев глубокие корни. Точно так же вы можете укрепить себя среди жизненных бурь. Принимайте каждое испытание как приглашение раскрыть свои таланты и способности. Внутри вас скрыт безграничный потенциал, который ждет своего исследования. Верьте в себя, потому что вы способны преодолеть любое препятствие, встающее на вашем пути. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4 часа 13 минут. Подобно спортсмену, который неустанно тренируется для достижения своих целей, вы тоже можете проявить настойчивость и достичь своих собственных целей. Помните, что жизнь – это путь постоянного обучения. Любой опыт, хороший или трудный, способствует вашему росту. Не бойтесь совершать ошибки, ведь зачастую именно эти ошибки преподают нам самые ценные уроки. Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом, смотрите в будущее с надеждой и оптимизмом. Важно то, что вы делаете с тем, что изучаете. Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь утверждает шаги его. Притча 16:9. Смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом – вот что действительно важно. Каждая встреча – это возможность вырасти как личность и поделиться любовью, которая живет в вашем сердце. Послание, которое пытается дойти до вас, говорит о важности жизни в настоящем. Часто мы погружаемся в беспокойство о будущем или сожалеем о прошлом, упуская таким образом богатство настоящего момента. Откройте глаза на чудеса, которые вас окружают, и найдите благодарность за каждый ваш вдох. Каждый день – это подарок, который заслуживает того, чтобы его отпраздновали. Это день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся о нем. Псалом 118:24. Никогда не недооценивайте силу надежды, даже в самых трудных обстоятельствах. Надежда – это маяк, который укажет ваш путь. Если вы любите Иисуса Христа как своего Спасителя, нажмите кнопку «Нравится» прямо сейчас.
Храните свои мечты в своем сердце и усердно работайте, чтобы воплотить их в реальность. Помните, что великие достижения часто начинаются с маленьких, но последовательных шагов. Какой бы далекой ни казалась конечная цель, каждый шаг приближает вас к ней. Знайте, что вы не одиноки в этом путешествии. Помимо моей постоянной любви, вокруг тебя есть люди, которые глубоко заботятся о тебе. Не бойтесь просить о помощи, когда она вам нужна, потому что просьба о помощи – это признак храбрости, а не слабости. Вместе вы сможете преодолеть трудности, разделить радости жизни. Господь – сила моя и щит мой, на Него уповает сердце мое, и я получаю помощь, ликует сердце мое, и песней моей благодарю Его. Псалом 28, 7. Во времена неопределенности помните, что каждая трудная ситуация – это всего лишь страница истории вашей жизни. Вы автор этой истории, и у вас есть силы написать сюжет, полный надежды, любви и стойкости. Каждая новая глава раскрывает новую грань вашего существа и новую возможность для роста. Мой дорогой сын, важно, чтобы ты открыл свое сердце посланию, которое пытается дойти до тебя. Знайте, что независимо от ваших обстоятельств, вас любят и ценят. Я люблю вас и призываю двигаться вперед с уверенностью, зная, что каждая задача – это возможность для роста, а каждая мечта – реальная возможность. Вам предстоит пройти жизненный путь, и я здесь, чтобы сопровождать вас на каждом этапе пути. Каждый ваш опыт подобен переплетенной нити, которая способствует формированию того, кем вы являетесь сегодня. В трудные времена помните, что у вас есть сила их преодолеть. Сохраняйте веру просто так. Ночь сменяется днем, так же, как самые тяжелые моменты уступают место свету надежды. При написании верьте в свою способность мужественно и решительно противостоять трудностям. Это послание также служит напоминанием о необходимости отправиться в путешествие самопознания, исследуя самые глубокие уголки своего существа. Открывая свои вкусы, увлечения и цели, вы лучше поймете себя, что подготовит вас к решению жизненных проблем. Помните, что самопознание – это непрерывный процесс. По мере того, как вы глубже погружаетесь в себя, вы можете быть удивлены новыми гранями своей личности. Будьте добры к себе во время этого процесса, поскольку любовь к себе необходима для вашего эмоционального благополучия. Развивайте значимые отношения с теми, кто ценит вашу подлинность и поощряет ваш рост. Поделитесь своими радостями и горестями с теми, кто искренне заботится о вас. Жизнь приобретает более глубокий смысл, когда ее делят с другими людьми, которые поддерживают и вдохновляют нас. Если у вас есть история преодоления препятствий, поделитесь ею в комментариях, чтобы другие могли прочитать ее и найти в вас вдохновение. Кроме того, уделите время заботе о своем психическом и эмоциональном здоровье. Практика медитации и осознанности поможет вам обрести внутренний покой и справиться с повседневным стрессом. Не забудьте замедлиться, глубоко дышать и восстановить связь со своим внутренним «Я». Никогда не недооценивайте силу благодарности. Ведение дневника благодарности поможет вам увидеть благословение в вашей жизни даже в самые трудные моменты. Признание мелочей может открыть новую перспективу и развить новое чувство удовлетворения и счастья.
При написании выразите благодарность за все, что у вас есть. Научитесь искусству прощения не только других, но и себя. Прощение – это подарок, который вы можете сделать себе, освободив себя от груза обиды и вины. Позвольте себе учиться на прошлых ошибках, но не позволяйте им определять ваше будущее. Найдите время для занятий делами, которые придают смысл вашей жизни, будь то изучение новых хобби, путешествие по вдохновляющим местам или просто ценение драгоценных моментов со своими близкими. Эти моменты счастья имеют основополагающее значение для вашего благополучия. Будьте открыты новым возможностям и вызовам, которые встречаются на вашем пути. Жизнь – это непредсказуемое путешествие, и именно благодаря неизвестному опыту вы можете открыть для себя новые способности и перспективы, которые помогут вам расти. Адаптироваться. Помните, что вы сильнее, чем думаете. Во времена сомнений и невзгод верьте в свою стойкость и способность преодолевать препятствия. В прошлом вы сталкивались с трудностями и становились сильнее. Вы можете сделать это снова. Сохраняйте надежду даже в самые мрачные моменты, поскольку это свет, который может указать ваш путь, когда кажется, что все потеряно. Развивайте мышление надежды, веря, что лучшее еще впереди. Помните, что ваше путешествие уникально и ценно. Каждый опыт сформировал вас по-особому, способствуя тому, каким выдающимся человеком вы являетесь сегодня. Подходите к будущему с уверенностью и решимостью, зная, что вы способны достичь величия и находить радость в каждом моменте своего пути. Помните, что каждый ваш выбор – это возможность создать то будущее, которого вы желаете. Каждое действие, даже самое незначительное, формирует путь, по которому вы следуете. Поэтому принимайте решения, соответствующие вашим принципам и стремлениям, даже перед лицом невзгод. Жизнь происходит за пределами вашей зоны комфорта, и именно там вы обнаружите величайшие сокровища. Передаваемое послание – это призыв к развитию значимых отношений. Цените тех, кто вас окружает, поскольку они – драгоценные дары, которые обогащают ваши путешествия. Будьте благодарны за их присутствие и делитесь любовью, поддержкой и пониманием, создавая круг позитива, который выходит за пределы вас. Каждый новый день – это возможность начать заново, независимо от того, что произошло вчера. Важно то, какой выбор вы сделаете сегодня. Встречайте завтрашний день с благодарностью и решимостью, зная, что каждый рассвет обещает новое начало. Цените каждый день, чтобы приблизиться к своим целям и стать источником вдохновения для других. В этом путешествии вы никогда не будете одиноки. Вам доступна постоянная поддержка и руководство. Ваше путешествие ценно, и вас любят. Слава Богу! Передаваемое послание отражает желание видеть, как вы процветаете, растете и живете жизнью, наполненной целью и смыслом. Никогда не сомневайтесь в своей ценности и потенциале, потому что вы – великолепное творение с уникальными талантами и дарами, которые можете предложить миру. Принятие перемен имеет решающее значение, поскольку они представляют собой постоянный поток жизни, силу, которая заставляет нас развиваться. Хотя иногда это может быть страшно, помните, что перемены приносят с собой возможность создать что-то новое и лучшее.
Будьте открыты новым возможностям и позвольте себе процветать даже на незнакомых территориях. Это послание – призыв жить с сочувствием. У каждого человека, которого вы встречаете на своем пути, есть своя история и проблемы. Маленький добрый поступок может существенно изменить чью-то жизнь. Делиться любовью и пониманием – один из самых мощных способов оказать долгосрочное влияние на мир. Время – драгоценный дар, и послание – это приглашение использовать его с максимальной пользой. Жизнь состоит из мимолетных моментов, и каждый из них – это уникальная возможность. Принимать настоящее означает полностью присутствовать в каждом моменте, наслаждаться маленькими удовольствиями и культивировать длительные воспоминания. Каждое маленькое достижение – это ступенька на лестнице успеха, которая ведет вас к вашим самым сокровенным мечтам. В сообщении подчеркивается важность подлинности. Принятие того, кем вы являетесь на самом деле, со всеми вашими последствиями и недостатками, является выражением любви к себе. Это открывает пространство для личностного роста и настоящих отношений, которые обогащают вашу жизнь. Сосредоточьтесь на своих целях, но не упускайте волшебство простых моментов, происходящих вокруг вас. Жизнь – это смесь великих целей и простых моментов. Каждая победа, даже самая маленькая, заслуживает того, чтобы ее праздновали. Находите радость в мелочах, которые освещают ваше лицо. Знайте, что вы никогда не одиноки. В любое время вам доступны постоянное руководство, поддержка и любовь. Доверьтесь передаваемому сообщению и позвольте ему стать источником вдохновения для достижения новых высот. Говоря «Я верю в Тебя, Господь», вы подтверждаете свою уверенность в пути, по которому идете. Отправляйтесь в путешествие, потому что у вас есть неограниченный потенциал для формирования своей судьбы. Это послание отражает любовь, которая пронизывает Вселенную. Это призыв открыть свое сердце чуду существования и красоте, присутствующей в каждом уголке мира. Помните, что вы являетесь неотъемлемой частью этого огромного гобелена жизни. В минуты сомнений знайте, что внутри вас живет непобедимая внутренняя сила. Это послание является напоминанием о том, что сила заключена внутри вас, даже когда кажется, что все вокруг вас рушатся. Вы способны преодолеть трудности, о которых даже не догадывались. Каждый ваш выбор формирует ход вашей судьбы, поэтому это приглашение принимать осознанные решения, соответствующие вашим самым глубоким ценностям. Каждое решение создает рябь, выходящую за рамки настоящего момента. Не ограничивайте свои мечты сомнениями и страхами, вместо этого воспитывайте их. Примите то, кем вы являетесь, и опыт, который сформировал ваши путешествия. Каждая преодоленная проблема и препятствие способствовали вашему росту и делали вас более устойчивыми. Оглядываясь назад, вы поймете, что каждый трудный момент на самом деле был возможностью для обучения и укрепления. Оставайтесь твердыми в своей подлинности, потому что именно это делает вас уникальным и особенным. Найдите время, чтобы восстановить связь с самим собой, будь то посредством медитации, созерцания или занятий, которые приносят вам радость. Самосознание необходимо для понимания своих собственных потребностей и развития чувства внутреннего покоя. Позвольте себе исследовать свои интересы и увлечения,
поскольку эти искры энтузиазма могут привести вас к самореализации. Найдите минутку, чтобы расслабиться и восстановить силы, позволив себе насладиться занятиями, которые уменьшают стресс и беспокойство. Забота о своем физическом и психическом здоровье имеет решающее значение для поддержания жизненных сил на протяжении всего путешествия. Постоянно ищите возможности для личностного роста и развития. Обучение – это непрерывный процесс, который обогащает ваш разум и расширяет ваши навыки. Будьте открыты новым идеям и перспективам и не бойтесь исследовать незнакомые территории. Каждый новый опыт – это возможность расширить свой кругозор и открыть новые грани собственных способностей. Найдите красоту в простоте повседневной жизни. Зачастую именно в мелочах мы находим настоящую радость. Цените повседневные моменты, такие как тепло утреннего солнца, смех друга или приятный вкус домашней еды. Развивая чувство благодарности за простые вещи, вы можете создать чувство удовлетворения и удовлетворения в своей повседневной жизни. Ставьте амбициозные цели, которые способствуют росту и расширению. Установите четкие и достижимые цели, соответствующие вашему видению будущего. Разработайте реалистичный и прогрессивный план действий для достижения этих целей, разбивая их на выполнимые шаги и отмечая каждую веху на этом пути. Непрерывный прогресс будет поддерживать вашу мотивацию и сосредоточенность на ваших величайших устремлениях. Развивайте мышление изобилия и благодарности, признавая благословения, которые ежедневно обогащают вашу жизнь. Ценя то, что у вас есть, и выражая благодарность за все хорошее, что вас окружает, вы создаете позитивный цикл энергии и щедрости. Поделитесь своими радостями и достижениями, распространяя дух благодарности и радости в своем сообществе и за его пределами. Помните, что ваши путешествия уникальны и ценны, и каждый ваш шаг вносит свой вклад в повествование вашей жизни. Будьте добры к себе на протяжении всего пути и поймите, что личностный рост – это непрерывный и гибкий процесс. Будьте открыты потоку жизни и доверьтесь тому путешествию, которое разворачивается. Каждый вызов и триумф формирует более подлинную и полную версию того, кем вы являетесь. У вас есть сила выразить то, что вы смеете задумать. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить передаваемое сообщение. Также важно соединиться с окружающей средой, будь то природа, люди или драгоценные моменты. Это ценные подарки, которые обогащают вашу жизнь. Откройте глаза на красоту мелочей и позвольте себе быть очарованным волшебством, присутствующим в каждом моменте. Помните, что препятствия не определяют, кто вы. Вы сильнее любого испытания, с которым можете столкнуться. Трудности – это лишь главы вашей истории, а не вся книга. Продолжайте писать свою историю смело, страстно и решительно. Знайте, что вы безоговорочно любимы со всеми вашими несовершенствами и уникальными качествами. Ваше присутствие в мире является выражением любви. Доверяйте себе и верьте в свою способность преодолевать трудности. Знайте, что вы движетесь к будущему, полному обещаний. Давайте теперь помолимся вместе. Дорогой Бог, наш любящий и сострадательный Отец, сегодня мы собрались с сердцами, полными благодарности. Мы благодарны за благословение жизни
и за возможность отправиться в это путешествие, полное испытаний и радостей. Мы осознаем, что являемся частью более крупной взаимосвязанной сети, связанной узами любви, превосходящими человеческое понимание. В этот момент размышления мы просим вас помочь нам понять послание, которое пытается дойти до каждого из нас. Помогите нам прислушаться к мудрости, которая живет внутри нас. И позвольте нам реализовать наши мечты и преодолеть наши страхи. Укрепите нашу веру в свои силы и дайте нам возможность распознать правильный путь и найти в себе силы упорствовать, когда пути кажутся крутыми. Давайте всегда помнить послание, которое пытается дойти до каждого из нас в послании надежды, любви и цели. Давайте проживать каждый день с благодарностью, принимая маленькие радости и находя смысл в повседневных переживаниях. Пусть наше путешествие станет выражением нашей аутентичности, праздником нашей человечности. Дорогой Бог, мы просим Тебя благословить всех, кто встречается на нашем пути. Пусть мы будем инструментами Вашей любви, делясь добротой, состраданием и сочувствием с другими. Пусть наши действия вселяют позитив и вселяют надежду в сердце тех, с кем мы сталкиваемся. Помогите нам создать более добрый и любящий мир, пока мы продолжаем это путешествие. Знайте, что наша вера в Господа непоколебима, даже когда возникают сомнения. Мы помним послание, которое пытается дойти до каждого из нас, послание веры в то, что нами руководит любящая рука, и что мы никогда не одиноки. Пусть мы чувствуем Твои утешительные объятия в каждый момент. В тишине этого момента позвольте нам услышать слова послания, находящие отклик в наших сердцах, вдохновляющие нас жить целеустремленно, смело и сострадательно. Пусть свет сияет во тьме, маяк надежды для нуждающихся. Не падайте духом, ведь в свое время все произойдет. Находите радость в текущих обстоятельствах, какими бы скудными они ни казались. Цените то, что имеете сегодня, ежедневно выражая благодарность. Как я часто говорил, если ты останешься верным в малом, я щедро вознагражу тебя. Теперь отбросьте любые негативные мысли и улыбнитесь. Всегда помните о значительной жертве, которую я принес, чтобы даровать вам свободу через моего Сына Иисуса. Вы не ничтожны. Вы замечательное творение, призванное пролить свет в этом мрачном мире. Несмотря на то, что ты был разлучен со мной еще до своего рождения, и несмотря на то, что живешь в опасном мире, ты не являешься его частью. Вы очистились и подтвердили свою подлинность, ваш истинный дом находится на небесах. Я наделил тебя проницательностью, позволяющей понимать сложные вещи, и твои страдания не вечны. У каждого судебного разбирательства есть дата окончания. Вскоре вы пересечете эту пустыню и обнаружите приют радости и изобилия. Не сдавайся сейчас, ты зашел далеко. Осталось не так уж и много. Подумайте, как далеко вы продвинулись, и продолжайте с тем же упорством. Настанет день, когда вы увидите и испытаете в полной мере мои дары, и забудете, какие усилия потребовались, чтобы достичь этого. Доверься моим обещаниям, будь стойким и терпеливым. Не позволяйте страху или сомнению затуманить ваш разум. Я снабдил вас духом силы, любви и самодисциплины, чтобы противостоять жизненным трудностям.
Мой утешитель внутри вас направляет и освещает ваш путь, ободряет вас и дает утешение, когда вы чувствуете себя изолированным. Помните, я источник всего добра, и все благословения исходят от меня. Я говорю вам это для того, чтобы порывы жизни не опрокинули вас, а мирские бури не погасили вашу веру. Я никогда не гарантировал тебе беспроблемную жизнь, но обещаю быть с тобой и обеспечить спасение. Поднимите себе настроение и ощутите мир и любовь, которые я посылаю вам. Ты необыкновенное существо с уникальными талантами и качествами, которыми я наделил тебя для своего королевства. Поверьте, что я помогу вам усилить их через испытания, которые сделают вас сильнее и храбрее. Я знаю все ваши потребности и желаю дать вам самое лучшее. Проявите терпение, живите с надеждой, мои обещания тверды. Верните себе улыбку и радость. Ваши молитвы были услышаны. Вы не одиноки и никогда не будете. Я буду с тобой до конца времен. Вскоре вы увидите плоды своего труда, и ваш дух наполнится радостью. Печаль и боль перестанут существовать, и все станет новым. Доверьте все свои заботы, будь то семья, работа или проекты мне. Найди во мне радость сегодня. Когда ты отдаешь мне все, я принимаю это с любовью и пониманием. Я могу управлять и улучшать любую ситуацию. Просто расслабься и прими мой покой. Если тебе страшно, позови меня. Ищи моей помощи, когда заблудишься. Я здесь, чтобы направлять, утешать, исцелять и обеспечивать все ваши потребности. Помните, я тот, кто создал вас, кто знает вас вдоль и поперек. Я – дыхание жизни внутри тебя. Доверься мне, и я расчищу твой путь, заменив печаль радостью. Мой дух в тебе приносит свободу, любовь и самоконтроль. Освободите свое бремя и позвольте мне наполнить вашу душу всеми духовными благословениями. Не нужно тревожиться. Я поведу тебя в место мира и счастья. Верьте моим обещаниям, прислушайтесь к моему руководству, и ваша жизнь изменится. Я обещаю ответить на ваши молитвы, обильно благословить вас и сопровождать вас на каждом этапе пути. Со всей моей любовью, Боже. Псалом 27, 7-9. Услышь голос мой, когда я взываю, Господи. Будь милостив ко мне и ответь мне. Сердце мое говорит мне искать лица Твоего. Лица Твоего, Господи, я буду искать. Не скрывай лица Твоего от меня, не отвергни раба Твоего во гневе. Ты был мне помощником. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Псалом 27, 10-12. Если отец мой и мать оставят меня, Господь примет меня. Научи меня пути Твоему, Господи, направь меня на прямой путь из-за притеснителей моих. Не предай меня желанию моего враги, ибо восстают на меня лжесвидетели, извергающие злые обвинения. Ефесянам 3, 16-19. Я молюсь, чтобы Он из славного богатства своего укрепил вас силою Духом Своим во внутреннем существе вашем, чтобы Христос вселился в сердце вашей веры. И молюсь, чтобы вы, укоренившись и утвержденные в любви, пусть будут иметь силу вместе со всем святым народом Господним постичь, насколько широка, продолжительна,
высока и глубока любовь Христова, и познать эту любовь, превосходящую познание, чтобы вам исполниться до меры всей полноты Божией. Иоанна 15, 9-12. Как Отец возлюбил меня, так и я возлюбил вас. Теперь пребудьте в моей любви. Если соблюдете мои повеления, то останетесь в моей любви, как я соблюдал повеления Отца моего и остаюсь в Его любви. Я сказал вам это для того, чтобы моя радость могла быть в вас, и чтобы ваша радость была полной. Моя заповедь такова: любите друг друга, как я любил вас. Иоанна 15, 13-15. В огромном пространстве знаний нет большего выражения любви, чем пожертвовать своей жизнью ради товарищей. Вы будете моими друзьями, если будете следовать моим указаниям. Я перестал называть вас слугами, поскольку слуга не в курсе дел своего хозяина. Вместо этого я решил называть вас друзьями, потому что вы были посвящены всему, чему я научился от своего Отца. Бог признает ваши попытки и усилия. Все в порядке, ты сделал все, что мог. Вы должны гордиться своими усилиями. Ты не неудачник, а доблестный воин. Открываются новые возможности, будьте готовы. Дорогой Бог, сегодня я обращаюсь к Тебе за помощью. Ты для меня все, и мне нужен отдых. Я отдаю Тебе свои заботы, возьми их, Господь. Я принимаю ваш мир, любовь и понимание. Помоги мне полагаться на Тебя, а не на себя. Наставь меня терпеливо ждать Твоих ответов, ибо я знаю, что они хорошие. Даруй мне мудрость, надежду и мир. Благодарю Тебя, Господь, за Твое терпение и благодать. Я люблю Тебя и знаю, что Твоя любовь ко мне превосходит все, что я могу себе представить. Бог общается с вами сегодня, призывая вас продолжать прогрессировать и не жить прошлым. Это именно то, чего хочет ваш противник. Ваше будущее затмит ваше прошлое. Ваше прошлое было всего лишь этапом подготовки к вашему будущему. Помните, Бог – великий Творец жизни. Он осведомлен о том, когда и почему что-то происходит. Он знает вас близко с тех пор, как создал вас. Поэтому, когда жизнь кажется обременительной и хаотичной, доверьтесь Ему. В свое время Он превращает все вещи в красоту. Все, чего вы ожидали, внезапно материализуется, и все ваши разочарования, проблемы и трудности обретут смысл. Великие благословения уже на пути к вам. Верьте этому, доверьтесь Богу и приготовьтесь получить. Бог признает, что вы многое претерпели. Хотя Он и сожалеет о боли и трудностях, с которыми вы столкнулись, они сделают вас более крепкими. Бог дал вам силы, так что продолжайте добрую борьбу. Бог понимает суматоху в мире, но призывает вас оставаться стойкими, потому что Он проходит через это вместе с вами. Бог подтверждает, что вы живы, потому что вы уникальны и служите определенной цели. Он любит тебя. Отдыхая сегодня вечером, верьте, что Бог совершит для вас чудеса. Бог открывает, что 1 ноября 2022 года ваша жизнь претерпит значительные изменения. Это уникальная возможность, воспользуйтесь ею. Введите «Аминь», чтобы подтвердить это. Бог напоминает вам, что вы не сможете сделать это в одиночку,
но вместе это возможно. Божье сердце болит, когда вы боретесь. Он призывает вас принести все свои проблемы к Нему. Бог обещает вести вас, нести вас, защищать вас, исцелять вас, утешать вас и любить вас. Он призывает вас молиться и улыбаться, поскольку Он всегда будет рядом. Господи, если я ошибаюсь, поправь меня. Если я заблудился, направь меня. Если я начну сдаваться, продолжай. Бог напоминает вам, что вы, возможно, плакали и задавались вопросом, почему наедине, но Он благословит, восстановит и искупит вас публично перед вашими врагами. В этом месяце Бог собирается сделать что-то необычное в вашей жизни. Я не знаю, о чем вы молились, почему ваши подушки стали влажными от слез, но сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что Бог услышал ваши молитвы. Его ангелы были посланы, и вскоре вы станете свидетелями своих чудес. Я предсказываю, что ваше здоровье улучшится, вы удивите врачей, получите желаемую работу и достигнете финансовой независимости. Вы сможете заниматься любимым делом и обеспечивать свою семью. Если вы согласны, напишите «Аминь». Бог призывает вас позволить Ему изменить ваше сердце. Пригласите Его в свою жизнь прямо сейчас. Он хочет снова сделать вас целостным, восстановить утраченную надежду и вернуть вам жизнь. Он здесь ради тебя и никуда не денется. Не позволяйте негативным мыслям затмить ваш разум. Он любит тебя и благодарит тебя. У Бога есть новая заповедь: любите свою семью, друзей, незнакомцев, бездомных и всех остальных. Распространяйте Его любовь. Бог говорит вам сегодня, что это время, когда все для вас изменится. У Него есть грандиозный план на вашу жизнь. Выйдите с верой через эти открытые двери. Вы находитесь в сезоне впечатляющих чудес. Считайте, что это решающий момент для вас, чтобы восстановить равновесие. Божественное призывает вас осознавать свои мысли, поскольку они формируют ваши действия. Сосредоточьтесь на Нем, ищите Его, и вы обретете спокойствие, которое Он предлагает. Он дорожит тобой. В Иоанна 15, 16-17 говорится: «Не вы избрали меня, но я избрал вас и назначил вас, чтобы вы могли идти и приносить вечный плод. Отец даст все, чего вы не попросите во имя Мое». Заповедь любить друг друга. Иоанна 15 часов 18 минут наставляет вас: «И если мир презирает тебя, помни, что он презирал прежде всего меня. Если бы ты был от мира, мир поклонялся бы тебе, как своему. Ты не принадлежишь миру, но я избрал тебя из мира». В послании к Ефесянам 3, 20-21 говорится: «Итак, кто способен сделать несравненно больше всего, чего мы просим или помышляем, по силе Его, действующей в нас, тому слава в Церкви и во Христе Иисусе во всех поколений, во веки веков. Аминь». В Псалме 27, 1 говорится: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне устрашиться?» В Псалме 27, 2-3 говорится: «Когда нечестивцы выступят против меня, чтобы поглотить меня, это мои противники, и враги мои споткнутся и упадут. Хотя армия может осаждать меня, мое сердце не устрашится.
меня, даже тогда я буду уверен. В Псалме 27, 4-6 говорится: «Одного прошу я у Господа, одного ищу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и видеть ищи Его в Его храме. Ибо в день скорби Он сохранит меня в Своем жилище. Он спрячет меня в убежище Своего священного шатра и поставит меня высоко на скале. Тогда моя голова будет вознесена над врагами, которые окружают меня. В Его священном шатре я принесу жертву с криками радости. Я буду петь и воспевать Господу». В Псалме 27, 13-14 говорится: «Я остаюсь уверенным в этом, и я увижу благость Господню на земле живых. Ждите Господа, будьте тверды, мужайтесь и ждите Господа». В 1 Иоанна 4, 7-12 говорится: «Дорогие друзья, будем любить друг друга, ибо любовь исходит от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Вот как Бог проявил свою любовь среди нас. Он послал Своего единственного Сына в мир, чтобы мы могли жить через Него. Эта любовь не то, что мы любили Бога, но то, что Он возлюбил нас и послал Своего Сына в качестве искупления. Жертва за наши грехи. Дорогие друзья, раз Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Никто никогда не видел Бога, но если мы любим друг друга, то Бог живет в нас, и любовь Его совершается в нас. Божественное передает громкое послание: «Я нахожусь в процессе обновления, и это обновление охватывает все аспекты вашей жизни. Моя любовь к вам бесконечна, непоколебима и вечна». Поймите, что каждое событие, каждая ситуация организована для того, чтобы принести пользу о добре в вашей жизни. Будьте уверены, что вы никогда не были забыты и оставлены мной, вашим Создателем. Ваши молитвы не были проигнорированы. Я внимательно слушал, улавливая каждый шепот вашего сердца. В этот момент я призываю вас сохранить твой взгляд устремлен на меня, непоколебимый и решительный, даже среди уныния. Не позволяй голосам отчаяния поколебать твою веру. Именно во время жизненных бурь я часто прокладываю путь к большим благословениям. Хотя буря может показаться безжалостной и тяжелой, доверься моему божественному плану. Будь терпелив, ибо терпение – это светильник, который проведет тебя в самые темные ночи. Помните вечную мудрость, изложенную в притчах 3, 5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на собственное понимание. Во всех путях твоих подчиняйся Ему, и Он сделает путь твой прямым». Примите это послание с непоколебимой верой, ибо я – предвестник новых начинаний, ткач мечтаний и организатор вашей судьбы. Будьте уверены, что прорыв не за горами, готовый осветить вашу жизнь блеском моей благодати и любви. Пусть это заявление прозвучит внутри вас как гимн надежды и свидетельство моей неизменной любви к вам. Марка 1 час 35 минут предлагает глубокий взгляд на повседневную жизнь Иисуса. В нем говорится, что в тихие ранние часы, пока тьма еще охватывала мир, Иисус вставал ото сна, оставлял комфорт своего жилища и удалялся в укромное место, чтобы помолиться.
Этот интимный акт общения с Отцом стал примером непоколебимой решимости Иисуса ставить свою связь с Богом превыше всего. Когда мы размышляем о своей жизни, становится очевидным, насколько легко шум мира может проникнуть в наши мысли и поглотить наше внимание. С того момента, как мы просыпаемся каждое утро, нас манят требования повседневной жизни. Одеваемся, завтракаем, перемещаемся по загруженным дорогам и погружаемся в суету своих профессиональных обязанностей. Непрекращающаяся болтовня голосов и непрерывный стук клавиатуры занимают наши мысли в течение дня. К тому времени, как мы возвращаемся домой, нас ждет вихрь активности. Раздеваясь, пытаясь расслабиться, готовя ужин, наши дни полны сил, и наши умы полностью заняты. Посреди всего этого возникает вопрос, где наше личное время с Богом? Итак, что же должно быть отправной точкой при рассмотрении приоритетов, определяющих нашу жизнь? Прежде всего, крайне важно, чтобы мы закрепились в осознании того, что нашим высшим и самым главным приоритетом должен быть сам всемогущий Бог. Эти слова, сказанные Иисусом, резонируют с божественной мудростью: «Ищите прежде Царствие Божие, и все это приложится вам». Часто мы склонны перевернуть этот порядок, искренне занимаясь мирскими делами, отодвигая Царство Божье на второй план. Мы жаждем, чтобы Божьи обещания материализовались, не осознавая полностью ответственности и требований, которые их сопровождают. Крайне важно помнить, что Бог дал древним израильтянам глубокое обещание, которое справедливо и для нас. И если вы будете слушаться моего голоса, и если вы будете читать. В великой схеме жизни решение поставить Бога на первое место означает приверженность последовательности и отдачу всех сил в каждом начинании, которое вы предпринимаете в своем ежедневном путешествии. Этот выбор признает, что каждый новый день представляет собой чистый холст возможностей, и мы никогда не можем предсказать, когда эти возможности перестанут предоставляться. Это понимание приводит нас к сверхъестественному закону прорыва. Этот принцип предполагает, что именно наше неустанное и непреклонное стремление к нашим целям, даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых препятствий, в конечном итоге приводит к разрушению того, что кажется невозможным. Молитва и настойчивость – две стороны одной медали, они связаны неразрывно. Чтобы стать молитвенным человеком, нужно также стать человеком настойчивым. Давайте вернемся к учению Иисуса, особенно к тому, где Он учил нас молиться о хлебе насущном. Бог обязался обеспечить все необходимое для жизни и благочестия. Он заверил нас, что нам не нужно беспокоиться о еде, одежде или жилье. Бог знает о наших нуждах, и если мы искренне ищем Его Царство, Он щедро обеспечит нас. Это доверие к Богу простирается даже до конца наших дней. Это предполагает принятие сознательного решения доверить Богу все наши нужды на следующий день, когда мы ложимся спать. Согласно библейскому календарю, день начинается с заходом солнца, и, готовясь ко сну, мы отдаем свои заботы Богу, заявляя: «Господь, я верю, что Ты позаботишься обо всех моих нуждах завтра». Эта практика вверения нашего будущего Богу придает глубокое чувство близости. Это укрепляет нашу веру в то, что независимо от обстоятельств и результатов Бог сохраняет контроль. Это доверие гарантирует, что мы не будем проводить дни в тревоге или напрасных заботах.
мы начинаем осознавать, что планы Бога превосходят наши собственные, и пребываем в уверенности, что Его провидение непоколебимо. Если вы хотите понять, действительно ли вы человек, которому доверяете, выясните, что вызывает у вас беспокойство. Все, что вас беспокоит, служит индикатором тех областей, в которых вы, возможно, не полностью доверились Богу. Рассмотрим фразу «это слишком сложно». Крайне важно исключить это понятие из своего словаря, потому что Бог не побуждает нас делать ничего, что было бы действительно слишком трудным. Мы никогда не должны сомневаться в своей способности выполнить то, что доверил нам Бог. Библейская мудрость, заключенная в притчах 3:5-6, имеет непоколебимую актуальность. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой во всех путях твоих. Познавай Его, и Он направит стези твои». Эти стихи служат постоянным напоминанием о том, что благочестивая жизнь основана на доверии. Это жизнь, в которой мы охотно отказываемся от своих забот, предпочитая вместо этого полностью полагаться на Господа. Бог находится в процессе привлечения нужных людей в вашу жизнь и удаления тех, кто ей не принадлежит. Пожалуйста, не сопротивляйтесь Его плану. Это послание для тех, кому нужно снова принять жизнь. Вы пережили достаточно страданий и потерь, научившись выглядеть хорошо, когда на самом деле это не так. Ты появился, даже когда хотел сдаться. Теперь пришло время для вас по-настоящему жить так, как предназначил Бог. Небесный Отец, сегодня я молюсь, чтобы Твой Дух вел меня. Прости меня за все грехи, которые я совершил против Тебя, и за любую боль, которую я мог причинить другим. Присматривай и защищай моих близких, каждый день приближая их к себе. Даруй мне мудрость делать выбор, который прославит Тебя. Во имя Иисуса я молюсь. В этом сезоне в вашу жизнь произойдут значительные перемены. Повышение, предназначенное для вас уже давно, уже в пределах досягаемости. Этот факел ты понесешь с Господним благословением. Приготовьтесь к великой милости, свежему помазанию и благодати совершать необыкновенные чудеса. Этот сдвиг быстро улучшит вашу жизнь. Владыка холмов и долин, спасибо за понимание. Ты встречаешь меня там, где я есть, обеспечивая постоянное спокойствие в жизненных бурях. Дорогой Божией, мы благодарим Тебя за эту связь, за этот разговор, который развернулся через эти слова. Пусть это послание и молитва останутся с нами, направляя нас на каждом этапе нашего пути. Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Если это сообщение нашло отклик у вас и благословило вас, не стесняйтесь поделиться им, чтобы благословить чью-то жизнь. Если вам ценны эти сообщения, рассмотрите возможность подписки, чтобы оставаться в курсе новых из них. Чтобы получить еще больше благословений, посмотрите появившееся видео. Бог хочет продолжать говорить с вами. До скорого! Дорогой Божией, мы благодарим Тебя за эту связь, за этот разговор, который развернулся через эти слова. Пусть это послание и молитва останутся с нами, направляя нас на каждом этапе нашего пути. Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Если вам понравилось это сообщение и оно вас благословило, поделитесь им, чтобы благословить чью-то жизнь.
ставьте лайк, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать больше подобных сообщений. Если вы хотите получить еще больше благословений, нажмите на появившееся видео. Бог хочет продолжать говорить с вами. До следующего.